Бисмиллахир-рахманир-рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина ва набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои, скоро наступает месяц Рамазана, и вы должны подготовиться к нему. Я дам вам несколько советов. Первое. Не пытайтесь подготовиться, когда месяц Рамазан уже наступил, или же за неделю до его наступления. Постарайтесь подготовиться заранее, за несколько недель или даже несколько месяцев. Каким образом нужно готовиться? Постепенно постарайтесь, чтобы у вас вошло в привычку употребление меньшего количества еды в определенные дни. Это поможет вам в Рамазан. Пусть начало месяца Рамазан не станет для вас тяжелым, что вы будете вне сил от поста, восклицая «нет силы и могущества, кроме как у Аллаха», и думая при этом «лучше бы не было Рамазана». Поэтому откажитесь от всех ваших бургеров и чипсов, которые вы едите. Откажитесь, так как вы мусульмане и в любом случае должны вести здоровый образ жизни. Так что начните с этого. Второе. Уделите 15 минут ежедневно для зикра, для поминания Аллаха. Начните читать Коран. Начните с одной страницы в день. С одной страницы в день за пару месяцев до Рамазана. Увеличивайте свою выносливость и постарайтесь довести свое чтение до 1,5 страницы в день, до 2 страниц, до 3, до 4 страниц в день, до 1/4 части джуза в день. Дойдите до этого уровня, до уровня половины джуза в день. Если же не можете, читайте четверть джуза. Понимаю, вы заняты, поэтому оставайтесь на четверти джуза. Главное, сохраняйте это чтение. Весь смысл в том, что, подготовившись до Рамазана чтением четверти джуза Корана, поминанием Аллаха, будь то слова «Ля иляха илля субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, астагфируллах», в течение 10, 5 или же 15 минут и завершите все это мольбой. Если у вас получится сделать все это, то хвала Аллаху, вы идете в правильном направлении. Самое главное, сохраняйте меру во всем, потому что если вы захотите сделать все сразу, то получится, что вы не сможете сделать вообще ничего. Постепенно увеличивайте свою выносливость, а потом же, если сможете, делайте следующее. В ночное время после ночной молитвы, а она бывает в любом случае поздно, я понимаю, вы устали, но сделайте намерение на 2 раката тахаджуд намаза, на 4 раката тахаджуд намаза. И это все, не делайте слишком много. А когда Рамазан уже наступит, вы обнаружите, что у вас уже привычка совершать тахаджуд намаз по ночам. Подготавливайтесь к этому. Я знаю, что вы будете совершать таравихи, и это очень долго. Но если вы займете себя чтением Корана, это будет очень хорошо. Еще один совет. Если вы не знаете, как читать Коран, то сейчас то самое время. Идите к имаму вашей местности, найдите кого-нибудь, кто научит вас читать Коран. Если же нет никого, то зайдите в скайп, так как есть много людей, которые обучают чтению Корана в скайпе. Идите и учитесь Корану. Для вас нет оправдания. Учите арабский и далее, как читать Коран. Это не займет много времени. А как только вы освоите чтение, Рамазан для вас будет удовольствием, потому что за каждую выученную вами букву вне Рамазана вы получаете 10 вознаграждений. А за каждую выученную букву в самом месяце Рамазан вы получите вознаграждение, равное 700. Алиф лям мим вне Рамазана – это 30 вознаграждений, а алиф лям мим в месяц Рамазан – это 2100 вознаграждений. Поэтому сейчас же приступайте к изучению Корана и научитесь читать. А если после этого у вас все еще есть силы, то начните читать смысл тафсира Корана мало-помалу, чтобы постараться завершить его за месяц Рамазан. Если не за месяц, то можно и в течение года. Это усилит в вас знание того, что говорит вам Аллах. Аллах говорит вам, и это то, как нам следует поступать. Знайте, что говорит Аллах, и постройте свою жизнь в соответствии со сказанным. И последнее, что я собираюсь сказать вам, братья и сестры, вот что. Если вы сможете, то самое лучшее перед Рамазаном – это начать контролировать свой язык и свои глаза. Если вы не можете сделать это, то начните ограничивать свою речь, а также то, на что вы смотрите. Делайте это медленно, постепенно, а не все сразу. И, иншаллах, в месяц Рамазан вы уже не будете злословить, смотреть на недозволенное. А после месяца Рамазан постарайтесь продолжать в таком же духе. Если вы будете продолжать все это и после Рамазана, то есть чтение Корана, зикр, таспих, совершение дополнительных 2 ракатов тахаджуд намаза, контролирование своего языка и глаз, хвала Аллаху, это станет для вас дополнительным стимулом к следующему месяцу Рамазан. И с позволения Аллаха вы будете настоящим мусульманином. И по воле Аллаха это станет для вас радостью в судный день. И вы будете вознаграждены Всевышним Аллахом, если будете соблюдать свой пост должным образом.